Здравствуйте! В эфире программа «История башкирских родов». В студии Руслан Валиев и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Добрый день, Салават. Добрый день. Мы продолжаем цикл программ, посвященных деятелям начала 20 века, нашим соотечественникам, которые приняли активное участие в башкирском национальном движении. И в прошлой программе мы начали разбирать историю Муллаяна Халикова и остановились на моменте, когда он приехал в Уфу для того, чтобы договариваться с советским правительством. Да, Муллаян Халиков, перейдя линию фронта, явился в Уфу 30 января, как мы говорили в прошлой программе. Телеграмма в центр о его прибытии была отправлена 4 февраля, между 30 января и 4 февраля. Есть промежуток времени, 5 дней. Что происходило в течение этого времени? Как показывают документы, все эти дни между Халиковым и уфимскими большевиками шли переговоры. В архиве сохранился протокол заседания их совместного. По открытию заседания Халиков, предъявив свой мандат, как уполномоченный на право внешних сношений, заявляет, что уполномочен правительством Башкирии вступить в переговоры с представителем советского правительства и оглашает условия. Первое. Признать башкирскую автономию. Второе. Предоставить устройство внутреннего управления Башкирии самим башкирам и дать охрану внутреннего порядка башкирским отрядам. Третье. Оказать помощь в формировании регулярного башкирского войска в количестве одного корпуса до 60 тысяч человек, который в случае соглашения выступит против Колчака. После этого, как пишет сам Халиков, Реввоенсовет 5-й армии обеспечил ему переход через линию фронта уже обратно, на сторону белых. И он оказался в распоряжении 4-го башкирского полка, штаб которого находился в Кананикольске. После оглашения результатов переговоров с советами, командование башкирских войск принимает решение прекратить военные действия против Красной армии, начиная с 8 февраля 1919 года. 8 февраля фактически были прекращены военные действия против Красной армии. А уже через 10 дней, 18 февраля, состоялся официальный переход башкирского войска и башкирского правительства на сторону Советов. Однако этому предшествовали, опять же, сложные переговоры в Уфе, во время которых Халиков вновь выдвинул перед представителем Реввоенсовета уже Советской Республики Смирновым и Реввоенсоветом 5-й армии следующие условия. Необходимо принять меры для немедленного решения вопроса о прекращении военных действий и пресечении правонарушений. В связи с этим придется признать необходимым, чтобы башкирские войска, которые не будут оказывать сопротивление советским войскам, должны быть оставлены при оружии. Однако это условие, оно не было выполнено, поскольку тогда ведь в Красной армии царила стихия партизанщины. Допустим, командир 1-й Красной армии Гай, и вот командование 1-й армии в лице Гая Бжешкянца сделало вид, что оно не в курсе. По сути дела, царила такая партизанщина. Ну, мало ли, Сталин и Ленин сказал: мы здесь, мы красные командиры, мы тут на местах решаем, тут контру давим, как хотим. Ну и Гай проигнорировал, что вот эти башкирские войска должны переходить с оружием. Началось повальное разоружение башкирских частей, вахханалия издевательств и так далее, и так далее. В результате этого 1-й башкирский кавалерийский полк под командованием Мусы Муртазина не стал переходить на сторону красных. Наоборот, не вынеся вот этих оскорблений, совершил атаку на Смоленский пехотный полк красных и ушел обратно к белым. Вот, ну и там некоторые другие части, не будем здесь перечислять. Певец башкирской революции Шейхзада Бабич в те дни написал стихотворение, объясняющее переход. Нужно же было объяснить башкирским войскам, почему мы перешли. Многие не понимали. Рядовые солдаты, которые воевали, в окопах сидели, и они далеки были от этих политических материй. Шейхзада Бабич в стихотворной форме написал стихотворение, где объяснялось, почему мы перешли на сторону Советов. Потому что многие не хотели переходить. Валиди писал: солдаты плакали, когда им объявили, что переходим на сторону Советов. Потому что было вот такое ожесточение, страшное ожесточение. Шейхзада Бабич писал: мы встали на сторону красных за тем, что они наш оплот. Они поддержали, признали свободный башкирский народ. Звучит большевистское слово: должна быть любая страна свободной и автономной, со всеми на свете равна. А Дутов, Колчак повторяют: хотят автономию взять? Нет. Лучше уж малым народом под дудку буржую плясать. Это было воспринято всеми как трагедия. Но вот эти эксцессы, которые возникли, трение непонятное, негативное отношение к башкирским солдатам, к башкирским частям, которые перешли на сторону Советов, пришлось улаживать. Опять же, кому? Опять же, пришлось Халикову. Он поехал в Симбирск, Реввоенсовет Восточного фронта. Потом нужно было уже ехать в Москву, чтобы утвердить договоренности на высшем уровне. 26 февраля 1919 года Сталин в телефонном разговоре с Валидовым приглашал приехать его лично. Однако Валиди сам не поехал. Вместо себя он отправил того же Халикова, а также Кулаева и Бекбауэра. Кто такой
такой Кулаев, кто такой Бекбауов. Бекбауов Абдрашид, это был офицер, он был личным адъютантом в Валиди, а Мухаммедхан Кулаев, или как он в источниках везде пишется, Мстислав Кулаев, это башкир у Сергенской волости. В свое время он закончил медицинский институт, один из немногих тогда представителей интеллигенции, медиком был, работал в Казани, там влюбился в русскую девушку, и родители не дали разрешения жениться на ней, потом дали, но с условием, что вот он принят крещение. Крестился и стал Мстислав Кулаев, а так Мухаммедхан Кулаев. И вот эти три представителя поехали в Москву: Халиков, Мстислав Кулаев и Бекбауов. 7 марта достигли Москвы, и Сталин в тот же день отбивает телеграмму Уфимскому и Оренбургскому губкомам. Делегация башкир прибыла в Москву. Башкиры, безусловно, получат советскую автономию. Не определены еще и детали, о чем ведутся переговоры. Центральный комитет обязывает партийных работников внимательно отнестись к нуждам башкирских трудовых масс и помочь им в деле строительства Советов Башкирии. По поручению ЦК партии Сталин. Наконец, 20 марта 1919 года, 100 лет назад, на заседании СНК РСФСР, проходившем под председательством Ленина, между советским правительством и членами башкирской делегации было подписано соглашение о советской автономии Башкирии. С советской стороны документ подписали председатель СНК, Совет народных комиссаров РСФСР Ульянов Ленин, председатель Башцик Владимирский и нарком по делам национальности Сталин, и также секретарь ВЦИК Янукидзе. С башкирской стороны стоит подписи Халикова Мулаяна, Мстислава Кулаева и Абдрашида Бекбауова. Советский советолог Ричард Пайпс, это вот один из известных советологов, он был советником многих президентов США и в то же время историк и так далее. Вот он писал: чисто формально данное соглашение было далеко зашедшей уступкой советского правительства. Соглашение подразумевало отказ от проекта Объединенной Татаро-Башкирской Республики и создания автономного государства с гораздо большим политическим и экономическим самоуправлением, чем то, которое Москва была склонна предоставить своим республикам. И чем фактически предоставила в итоге. Да, конечно. Вот этот проект Совет Татаро-Башкирской Республики, о котором мы тоже говорили, был проектом Сталина, который был утвержден и подписан в начале 1918 года. Он оказался нереализуемым, и, подписав соглашение о признании Советской Республики, соглашение о Советской Башкирии, Пайпс говорит, что фактически тем самым вот этот проект Объединенной Татаро-Башкирской Республики Советской, фактически он был аннулирован. Башкирское войско, которое по мобилизационному плану Ахмед Заки Валиди весной 1919 года предлагалось довести до 17 тысяч человек, было расформировано, имеется в виду белое войско. Одна часть башкирских подразделений была интернирована в тотские лагеря, другая была включена в состав дивизии Красной Армии, третья, не выдержав унижений, вновь переметнулась к белым. В условиях начавшегося весеннего, выяснится позднее, от последнего контрнаступления Колчака, Башревком был эвакуирован в Саранск. 13 марта белые вторично взяли Уфу, а в течение марта-апреля вся Башкирия оказалась под их властью. Теперь вся деятельность башкирского правительства в изгнании, которое теперь называлось на советский лад Башревком, была направлена на то, чтобы создать новое башкирское войско, уже теперь Красную башкирскую армию. И Халиков немедленно выезжает в Самару, где находился Реввоенсовет Южной группы войск Восточного фронта в качестве представителя. Здесь вот целый год он будет находиться в Самаре. Чем он занимался? Вот как раз он занимался вот этой комплектацией уже красных войск. Из кого комплектовали? Откуда? Вот, сейчас мы все об этом расскажем. Во-первых, вот эти остатки частей, которые находились, интернированные части башкирские в тотских лагерях, их там как в концлагере держали за колючей проволокой, их стали переводить в Самару, из них начали комплектоваться первые башкирские красные подразделения. Принудительно получается. Ну как принудительно? Они просто выполняли волю своего правительства, они не против были. Угу. Вот одна из телеграмм Халикова Валидова в те дни. Вот. В запасной батальон принято 137 перебежчиков башкир из белых частей. Когда башкиры узнали о переходе своего правительства на сторону Советов, многие стали дезертировать из белых частей и перебегать. И вот он пишет как раз: 137 перебежчиков башкир в данный момент принято в запасной батальон. Необходимо командование политкома для политического воспитания новоприбывших от Колчака башкир. По имеющимся сведениям устанавливается, воюющих на стороне Колчака отдельных башкирских частей уже нет, потому что все были части национально расформированы и просто раскиданы по, в общем, войсковым частям. Хотя на самом деле были части, там была бригада Муртазина. Колчаковцами пущены ужасные провокации. Муртазин формирует себе башкирский отряд на стороне Колчака, и ожидается его переход на сторону красных по прибытии на фронт. Уже, видимо, они начали вести сепаратные переговоры о переходе. Формирование красных частей шло не слишком успешно по причине недоверия, которое возникло в результате, в кавычках, теплого приема, оказанного частями Красной Армии. Опасаясь репрессий, многие солдаты бывшего
башкирского белого корпуса скрывали свою национальную принадлежность, стараясь смешаться в общей массе военнослужащих. Поэтому штаб южной группы Красной Армии обратился к солдатам-башкирам с воззванием, которое, очевидно, было написано Халиковым. Вы, скрывая свое башкирское происхождение, тем самым переносите вред Башкирской республике. Все ваши руководители на этой стороне. У нас с вами имеются созданные башкирские полки. Вы должны влиться в эти полки. В целях обслуживания ваших нужд в городе Самаре организовано представительство башвоенкомата. С приездом в города Самару, не боясь никого, вы должны заявить о том, что вы башкирин, и должны явиться в башкирский батальон. За то, что вы башкиры, никто не имеет вас права преследовать. В итоге обращение башкирского представительства возымели действие. В Саранске скопился целый корпус в количестве 10 тысяч солдат и офицеров. И теперь решалась его участь. Что дальше будет с ними делать? 13 июня 2019 года политический представитель Башревкома Халиков сообщает в телеграмме своей: наши 4 полка выехали в Харьков для несения гарнизонной службы. Ревком, военкомат и штаб бригады скоро выйдут в Самару для формирования остальных полков. Башкирские полки были отправлены в Харьков на Южный фронт, где они воевали против частей Деникина. Целая бригада уехала, 4-полковая, даже дивизия, можно сказать. Отработка автономии, обыкновенное дело, шла с успехом, но там башкирские части понесли большие потери, поскольку не были укомплектованы необходимым объемом оружия. Но, однако, под Харьковом они проявили, как пишут известия Башревкома, башкиры под Харьковом показали чудеса храбрости, они доказали, что автономию сумеют удержать и что они достойны этого. В Саранск приходили другие известия. Прибывшие из Харькова военные представители передают, что наши полки под Харьковом дрались отчаянно, враг видел в них самого дисциплинированного противника, настроение в полках воинственное. По словам тех же представителей, башкирские полки дерутся лихо, просто сиким башка. Благодаря усилиям Халикова удалось почти исключительно ему сформировать красные части, но не только ему, конечно, мы будем еще рассказывать, может быть, в будущих программах. Там был и Ильдархан Мутин, и другие деятели участвовали. Но Халиков, конечно, внес огромный вклад в формирование красных частей. Но он занимался и другими еще вещами. Поскольку шла война, по территории Башкирии вот фронт вот так гулял 6 раз. Пересекал, да. Да, пересекал, и красные части отрывались по полной, надо сказать. Как писал Халиков, отношение красноармейцев 20-й стрелковой дивизии к мирному башкирскому населению крайне бесчеловечно. Грабят, бьют, расстреливают, башкир насилуют женщин. В одной только деревне Бала-Чатырман расстреляно 5 человек. Среди них 88-летняя старуха, изнасилован 8 женщин и так далее. Пришлось вот эти вопросы тоже улаживать. Халиков буквально каждый случай выезжал на место, все это расследовал, протоколировал и отправлял все вот эти жалобы Реввоенсовет Красной Армии. В июле 1919 года вступает в ВКПБ, становится большевиком. Человек, он дальновидный, он понимал, что дальше, если мы хотим работать с советами, то без этого никак. В сентябре 19 года, когда Башкирия и весь Урал были очищены от колчаковских войск, Башревком наконец смог вернуться на родину. Вооруженная борьба сменилась борьбой иного характера, поскольку власть-то они получили. Резиденция башправительства находилась в Стерлитамаке, но никто не хотел. Опять же, вот эта партизанщина на местах, она давала о себе знать. Ни Уфимский губревком, ни Оренбургский губревком никто не хотел отдавать контроль над районами Малой Башкирии, которые подчинялись Уфе и Оренбургу, в ведение башкирского правительства. Всячески тормозилось по-всякому и не хотели передавать дела, передавать предприятия, которые там существовали и так далее, и так далее. И вот недаром в сентябре прошло закрытое заседание Оренбургского ревкома, на которое приехал из Москвы всесоюзный староста Калинин Михаил. И открыто он сказал, что Башкортостан – это мыльный пузырь и буф для восточных народов. Мы башкирам не верим, гоним их солдат под Питер. Мы должны пролезать во все органы власти и парализовать их работу. В начале января, как мы уже говорили в предыдущих программах, произошел знаменитый январский конфликт, когда провокации постоянно ВЧК, нигилистов, самоопределение народов России довели до того, что они спровоцировали власти Башревкома на арест некоторых наиболее одиозных там деятелей во главе с Гали Шамигуловым и так далее. Произошел в марте арест, потом в это дело вмешались уже центральные власти. Вот те, кто готовил эту провокацию, естественно, они были просто счастливы, то, что сумели вызвать вот такую реакцию башкирских властей, которые фактически сами себе подписали приговор, арестовав представителей Центрального комитета партии и чекистов высших. Это провокация, как я уже говорил. И, естественно, реакция центра последовала незамедлительно. В Москву был вызван председатель Башревкома Харис Юмагулов. Его не арестовали, конечно, тоже не могли на это пойти. Ни Ленин, ни Сталин, но, по крайней мере, его нейтрализовали, оставили в Москве, и больше он в Башкирию не вернулся. Вслед за этим ушел туда же Валиди,
через месяц уехал и тоже оказался в качестве заложника в Москве. Все, в Башкирию он уже не вернулся. Потом вот мы с чего начинали первую программу о Муллаяне Халякове, он поехал на съезд восточных народов в Баку и после этого уже уехал в Среднюю Азию и больше не вернулся. И вот когда все вот эти деятели отбыли в Москву, что делал Муллаян Халяков? Власти Башкирии фактически захватили вот эти ликвидаторы вот этой самой автономии во главе с Гали Шамигуловым республика, и во главе нее становится враг, первейший враг вот этой самой республики. Немножко напоминает наши недавние события, то, что у нас республики были, я имею в виду Хамитовы. Происходит вот такая ситуация, и что Халяков, самый вернейший сподвижник Валидии, что ему делать? Ну, естественно, ему дали заштатную должность председателя Тамьян-Катайского кантона. Тамьян-Катайский кантон, это вот территория Белорецкого района, огромный кантон, вот он там сидел. Но и тем не менее, сидя там, вроде такая должность, ну, условно говоря, дали ему там, как в советское время говорили, председатель райкома. Даже там он проявил волю, проявил твердость, и вот он собрал Тамьян-Катайский кантревком, заседание кантревкома выносит вот такое постановление. Просить Башкирский революционный комитет в случае отказа Центра РСФСР признать дальнейшую самостоятельность Башкирской Советской Республики и невозвращение товарища Валидова апеллировать к международному пролетариату всего мира и к Третьему интернационалу всеми имеющимися в распоряжении Башревкома средствами. Понятно, такое несколько оторванное от жизни, от реальности постановление, но тем не менее, это же тогда работало. Обращение к Третьему интернационалу, вроде бумажная декларация, она в тот момент звучала. В июле 1920 года в Стерлитамаке состоялся первый съезд Советов, который закрепил новую расстановку сил. Враги Валидова ликовали. Председателем Башцик и СНК Республики, две ведущие должности, занял Гали Шамигулов, там ярый враг башкирской автономии. И, казалось, дни Башкирской Республики сочтены. С одной стороны, так плохо, там произошла полная дебашкиризация властных органов, всех валидовцев вычистили, поскольку других кадров не было, кем было заменить. И вот оставался один, более или менее, вот такой, вроде как, с незапятнанной репутацией Халяков. Про него вспомнили, что вот он сидит там где-то там у себя в Тамьян-Катайском кантоне, и вот начали его там понемножку поднимать. А в это время, что происходило на Южном Урале? Произошло вилочное восстание в Уфимской губернии, потом началось восстание в Малой Башкирии против террористической диктатуры Гали Шамигулова, против Шамигулова. Ну и в итоге властям нужно было как-то реагировать, и Гали Шамигулова пришлось убрать. Уже через год, в июле 1921 года, состоялся второй съезд Советов, и во властные органы которого были возвращены все бывшие валидовцы. Председателем Башцик стал Махровый, писал о нем пресса, Золотопогонник, Колчаковец, Дутовец, Валидовец, комбриг Муса Муртазин. Во главе СНК, то есть Совет народных комиссаров, был поставлен Муллаян Халяков. СНК, это, можно сказать, по-нашему, это премьер-министр, да. Одновременно он был избран политическим секретарем Башкирского обкома партии. Опять во власть вернулись бывшие золотопогонники, колчаковцы, валидовцы, потому что выбирать-то не из кого было, кого брать-то. Но роль Муллаяна Халякова в дальнейших событиях, когда вот он стал председателем Баш-СНК, возник вопрос о проекте Большой Башкирии. Как известно, Башкирия была реализована в 19 году, признана советской властью в рамках Малой Башкирии. Малая Башкирия, она не включала всего северо-запада республики. Но по первоначальным проектам Башкирской республики, которые были разработаны еще в 17 году, Башкирская республика сначала она реализуется в пределах Малой Башкирии, а потом уже в пределах Большой Башкирии. То есть со включением к присоединению к Малой Башкирии Уфимской губернии. Это изначально так предполагалось по планам. И вот Халяков начал над реализацией второй части проекта. Сам ведь он был представителем Башкир не Малой Башкирии, а Уфимской губернии, Буздякский район нынешний, тогда же ходил в Уфимскую губернию. И вот он начал вот эту подготовку. Подготовку как? Начались запросы, начались письма в ЦК, в Москву и так далее. Но письма письмами, если бы не было вот этого стремления народных масс, то письма так и остались бы письмами. Дело в том, что в феврале, в марте, апреле на территории Уфимской губернии произошло вилочное восстание, о котором мы тоже говорили, где одним из лозунгов был лозунг о присоединении Башкир Уфимской губернии к Малой Башкирии, Башкирской республике. Такое ирредентистское движение. То есть, что такое ирредентизм? Когда часть народа, не входящая в государственные границы своего национального государства, требует присоединения к нему. И вот ирредентистское движение началось, вилочное восстание. Плюс еще ранее, в 18 году, был провозглашен Бураевский автономный кантон. И, видимо, Центр, рассмотрев вот эти факты, вот эти вопросы, пришел к мнению, что надо решить вот это дело положительно. Плюс там в 20 году, по-моему, прошел съезд Башкир Демской долины по реке Демы, которые тоже вынесли протокол о том, что нужно их присоединить к Башкирской республике. Но в итоге Муллаян Халяков, который как раз возглавлял республику, вот это движение, он чисто административно, он все сопровождал, документально
документально, и этот вопрос был доведен до конца. В 22 году, в июне, было принято постановление Центрального правительства о том, что Уфимская губерния упраздняется и присоединяется к Малой Башкирии. Но не вся Уфимская губерния, понятное дело. Она была поделена. Да, 3 уезда. Она потому что уже была поделена, потому что Мензелинский уезд уже в 20 году к Татарской республике отошел, а Златоустовский ушел в состав Челябинской губернии. Вот таким образом была образована Большая Башкирия, в создании которой Муллаян Халиков, его вклад трудно переоценить, довел вот эти изначальные проекты, которые были в 17 году еще разработаны, он реализовал и довел их до конца. Огромная роль Халикова в том, что далее уже в 20-х годах, до своего ухода с поста в 1925 году, вот он до 25 года, занимался вопросами реализации башкирского языка как государственного. В 23 году была создана комиссия по реализации башкирского языка, председателем которой был Халиков. Были там приняты какие-то постановления, был утвержден алфавит. Он какой был алфавит сначала? До революции башкиры писали на тюрки, арабографичный. Не учитывал юго-восточный диалект. Башкиры писали не гау, а соу писали и так далее. Был принят новый диалект, который тоже на основе арабской графики, но уже с учетом вот этих диалектов юго-восточных. Вот это была такая промежуточная форма. Потом, как мы знаем, был переход на латиницу, и только ближе к 40-м годам переход на кириллицу. Одним словом, Муллаян Халиков внес огромный вклад в создание самой Башкирской республики. Он был в самом начале у истоков, участвовал в учредительном Курултае, потом, как мы знаем, в организации первых башкирских формирований партизанских в горах, потом был главным переговорщиком башкирского правительства, который обеспечивал связь между башкирским правительством, самарским правительством Камуч, потом обеспечил связь с советами, потом внес неоценимый вклад в формирование уже башкирской Красной армии, потом занимал посты руководителя республики. Кстати, самое главное, что его подпись стоит под соглашением о признании башкирской автономии, Советской Башкирской Республики, ну и так далее. То есть вклад его неоценим. Недаром у меня вот программа тоже была, я так и называл его, преемник Валидова, и правой рукой он был. Когда в городе Стерлитамаке ставили мемориальные доски, но на здании резиденции башкирского правительства, там вот есть одна мемориальная доска, посвящена Валидову, с другого фронтона стоит Муллаяну Халикову. Потому что, по сути дела, это... Вообще там трудно говорить, кто вот был первый, кто был правой рукой, кто левый, кто, может быть, второй, правый там или левый. Так трудно говорить. Все они были для нас, историков, одинаковые. Вклад одного был в одной области, другого в другой. Все эти люди стояли у истоков республики. Сказать, чей вклад был больше, чей меньше, трудно. Поэтому для нас они все... Равноценные. Да, равноценны. Именно равноценны, да. Ну и он был расстрелян в 1937 году. Да. Кстати, я забыл сказать, что всех вот этих деятелей, и в том числе Муллаяна Халикова, после того, как они, поработав определенный период времени в органах Советской Башкирии, потом была такая практика, отзывают в Москву, якобы куда-то, на самом деле никуда, куда-нибудь там устраивают какое-то там министерство Союза, где они теряются, сидят, о них все забывают, и потом в 1937 году практически все вот эти государственные деятели Башкирии, основатели, которые были отозваны в Москву, у всех схожая была участь. В 1937-1938 году они все подверглись репрессиям, были расстреляны и так далее. Ну что ж, на этой ноте мы заканчиваем рассказ о Муллаяне Халикове, и я благодарю нашего эксперта, руководителя автономной некоммерческой организации ШЖР Салавата Хамидуллина. Слушайте программу «История башкирских родов» на Эхе Москвы в Уфе в следующий раз. До свидания. До свидания.